Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. В эфире программа «Утро Якутии» на телеканалах НВК Саха и Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Рада просыпаться вместе с вами. 15 сентября на календаре, день недели, среда. Сегодня в нашей программе мы побываем на закрытии фестиваля «Мама-лыж». И, кстати, поговорим об этом более подробно вместе с нашей гостьей. Посетим детский кванториум и даже попробуем соорудить подставку для смартфона из пластика. И также превратим сухие осенние листья, которые выпали этой осенью, в настоящее произведение искусств. Напомню, что у нас есть средства обратной связи. Это WhatsApp номер 8 914 273 4488. Также наша страничка в Instagram «Утро Якутии». Пишите, подписывайтесь и следите за последними новостями. Ну а далее знакомимся с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -2 плюс 9 градусов. В заречной группе 4,9 градусов тепла, в южных 7,11. В Вилюйской группе 6,10, в Нижнеленских до 9 градусов тепла. В западных 4,8, в Колымай-Дигирской группе от -2 до +5 градусов, в Янских -4,0 градусов, на северо-западе 4,6 градусов тепла. Сегодня в Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 9 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла. Ну а далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Самое время ознакомиться с последними событиями к этой минуте. Россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют. В Минэкономразвития, который выступает соавтором инициативы, считают, что такой способ получения займов является безопасным. С этим согласны и банки. В список также входят переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей, получение потребительского кредита до 15 тысяч рублей, заключение договора брокерского счета, оформление договора доверительного управления ценными бумагами и депозитарного договора. В текущем году внутренний туристический поток в России может восстановиться до показателей доковидного 2019 года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, за 7 месяцев года 31,5 миллионов человек хотя бы один раз останавливались в отелях. Примерно такое же количество туристов путешествовали по стране, но в гостиницах не останавливались. Всего программой с начала года воспользовались свыше 1,5 миллиона россиян. Граждане купили туры на 34 миллиарда рублей, а кэшбэк составил 6,7 миллиардов. Центробанк России предложил распространить практику использования эскроу-счетов на ипотеку для строительства частного жилья, сообщила пресс-служба регулятора. Как считают в Банке России, проектное финансирование через счета эскроу, по примеру того, какие сейчас применяются в долевой застройке, поможет строительству коттеджей. Однако для этого механизма нужно разработать почву и повысить уровень ликвидности залогов. В Центробанке заявили о необходимости создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения. По мнению аналитиков, нужно ввести земельный банк, в котором будут отражаться территории с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Эксперты аналитического центра университета «Синергия» выяснили, какой размер дохода хотят получать россияне для комфортной жизни.
Так, 38,5% опрошенных назвали 50-70 тысяч рублей в месяц комфортной для жизни суммой денег. Еще 24% участников опроса заявили, что хотели бы получать 80-100 тысяч, а 17% 120-150 тысяч. При этом 11,5% респондентов указали 150-200 тысяч рублей как размер желаемого заработка. А о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9%. Отмечается, что наибольшие траты у россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жилья и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета являются траты на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. В то же время меньше всего опрошенные тратят на еду в кафе, а также на алкогольные напитки и сигареты. Российские пенсионеры могут решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Такое мнение высказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов во время общения с представителями бизнеса в Нижнем Новгороде. Там местный ресторатор пожаловался на нехватку неквалифицированного персонала в общепите. Пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, поскольку опасаются лишиться индексации пенсий. Они потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы. Это дестимулирует людей выходить работать, сказал Титов. Индексация выведет из тени многих пенсионеров, считает омбудсмен. Он упрекнул Минфин в том, что тот не выделяет на нее деньги. Спасибо коллегам. Ну а я рада зачитать сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Доброе утро, Якутия. Несмотря на дождь, всегда улыбайтесь и радуйтесь. Удачи вам во всем и, главное, здоровья. Написала нам наша телезрительница. Как приятно, спасибо. Если и вы хотите нам чего-то пожелать, задать вопрос или поздравить кого-то, то также пишите на наш WhatsApp номер. Ну а наступает время для утренней зарядки. Самый проверенный способ пробудить свой организм и настроиться на целый день. Предлагаем вам начать это утро с зажигательной зумбы с не менее зажигательным тренером Викторией Бестиновой. Всем привет! Меня зовут Виктория Бестинова, и я предлагаю начать это утро с зажигательной зумбы. Поехали! La fiesta sigue y esto no para. Hasta la mañana el DJ con la música que te activa. La luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, 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 fiesta. No sé quién me llamó, tampoco me importa, la noche no acaba y el baile me acaba. Poco me importa si bailo a la chica y la pista me arropa. A mí que me importa, el reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Noche de fiesta, música y son, cuerpo con cuerpo bañado en sudor, que la pista se llene de adrenalina. Y esto no termina, y esto no termina, si el cuerpo te incita a bailar en sudor, sube la adrenalina. Música, fiesta, DJ y la rumba nunca termina. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta.
Надеюсь, вы зарядились позитивом зумбы, присоединяйтесь к утренним зарядкам на площадях или танцуйте зумбу дома, заряжайтесь позитивом. Что ж, спасибо, Виктория, спасибо за зажигательную зарядку этим утром. Ну а сейчас осень, и самая пора отпусков, и не теряет своей актуальности тема вопроса получения компенсации стоимости проезда в отпуск. Как и где получить компенсацию проезда неработающим пенсионерам? Сегодня мы поговорим об этом с нашей гостьей, юрисконсультом Центра «Мои документы» Нюргуяной Захаровой. Нюргуяна, доброе утро. Доброе утро. Ну так как и где можно получить данную компенсацию? Расскажите. Для того, чтобы получить такую компенсацию, необходимо относиться к льготной категории граждан. В данном случае это неработающие пенсионеры, то есть пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, либо страховую пенсию по инвалидности, и которые проживают в районах Крайнего Севера, либо приравненных к ним местностях. Компенсация может предоставляться в двух видах. Первый вид – это получение специальных талонов, то есть в случае, если пенсионер только планирует отбыть к месту отдыха и обратно. И второй вид компенсации – это уже компенсация фактически понесенных расходов на оплату стоимости проезда, который пенсионер оплатил самостоятельно, приобрел билеты. Услуга предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации. Также услугу можно получить и в Центре «Мои документы». Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней плюс 3 календарных дня в случае обращения через МФЦ. Ну и отсюда, конечно, следует вопрос, какие документы, да, необходимы для получения, много ли их? Важным является правильное заполнение заявления. В первом случае, если пенсионер только планирует осуществить отпуск, да, и отбыть к месту отдыха и обратно, он в заявлении указывает соответствующее направление, то есть, допустим, город Якутск, город Москва, город Якутск. Во втором случае, когда уже понесены расходы, пенсионер указывает в заявлении маршрут следования к месту отдыха и обратно, и в обязательном порядке прилагает проездные документы, в которые документально подтверждают, что действительно пенсионер понес расходы и приобрел билеты, и, соответственно, проследовал к месту отдыха и обратно. А на какие виды транспортных средств, да, действует компенсация данная? Компенсация распространяется на следующие виды транспорта. Это железнодорожный транспорт, то есть в плацкартном купе. Это воздушный транспорт, это салон экономического класса, морской речной транспорт и автомобильный транспорт, в данном случае автобус, который следует по регулярным маршрутам следования. А вот на что нужно обратить внимание, да, при указании маршрута, при заявлении, да, при заполнении заявления? Важно указать правильный маршрут следования при компенсации фактически понесенных расходов. В данном случае, например, пенсионер может побывать в нескольких местах. Важно указать правильный маршрут для того, чтобы сумма компенсации была выгодной для неработающего пенсионера. Например, приведу пример. Допустим, неработающий пенсионер приобрел авиабилеты город Якутск, город Новосибирск, далее с Новосибирска до города Москва, далее до города Уфа, к примеру. И в обратном направлении город Москва, город Новосибирск, город Якутск. В данном случае крайней точкой, то есть местом отдыха, вернее, будет указать город Уфа. Также возможно сочетание видов транспорта, да, при компенсации. Тоже приведу пример. Например, неработающий пенсионер приобрел авиабилеты по направлению город Якутск, город Москва. Далее в городе Москва он приобрел железнодорожный билет до города Краснодара, а в городе Краснодар он уже на автобусе проехал в какой-то населенный пункт. И в данном случае крайней точкой следования необходимо указать населенный пункт Краснодарского края, для того, чтобы все расходы были возмещены неработающим пенсионерам. Ага. А как быть, вот как нужно, вы сказали, заполнить заявление, да? Да. Очень часто пенсионеры не дружат с интернетом, да? Каким образом можно заполнить данное заявление? Услугу, как я уже сказала, предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации. Либо услугу можно также получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, либо же обратившись в наш центр «Мои документы». А можно ли получить компенсацию при поездке за границу России? Да, вот с 1 января 2021 года неработающий пенсионер может получить компенсацию в случае, если он отдыхал за пределами Российской Федерации. В таком случае необходимо, естественно, предоставление
транспортных документов, подтверждающих стоимость перелета до ближайшей границы с Российской Федерацией. И также необходимо предоставить заграничный паспорт, в котором, соответственно, будет отметка о том, что пенсионер пересек границу Российской Федерации. Где можно подробнее ознакомиться с информацией? На нашем портале Центра «Мои документы» вся необходимая информация в разделе «Услуги» представлена. Также на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации тоже есть подробная информация. Нургуяна, огромное вам спасибо за такой полезный разговор этим утром. Отличного вам дня, плодотворной работы. Спасибо. До свидания. Ну а сегодня, я напомню, 15 сентября и профессиональный праздник сегодня отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы нашей страны. Мы поздравляем их. А также сегодня во всем мире День худеющих. Такой вот интересный праздник, если можно его так назвать. Повод уделить внимание лишнему весу сегодня, да, и последствия необдуманных, спонтанных диет, которые, конечно же, только вредят нашему организму. Давайте проведем этот день с пользой для нашего здоровья. С остальными датами и событиями знакомимся в нашей рубрике. На календаре 15 сентября. Сегодня отмечают День школьного рюкзака, День фетровой шляпы, День российского леса, День худеющих, День рождения экологической организации Greenpeace, Международный день демократии. Также сегодня отмечают профессиональный день HR-менеджера. Праздник отмечают в третью среду сентября в России, Украине, Беларуси и других странах СНГ. Праздник имеет неофициальный статус. В торжествах участвуют сотрудники отдела кадров. HR-менеджер подбирает и управляет персоналом, ведет его учет, создает мотивацию труда. Он проводит собеседования с соискателями должностей и выбирает лучших претендентов, обучает сотрудников, организует тренинги по развитию личности и корпоративы. По народному календарю в эту дату почитают память мучеников Маманта, Феодота и Руфины. Святого Маманта в народе считают покровителем овец. В этот день на стол ставят молоко и сыр – символический знак уважения святому. С этого дня скот не выгоняют на пастбища. Хозяйственные постройки окуривают вересковым дымом. Считается, что это защищает от нечистой силы. Низкие облака предвещают дождливую и холодную погоду. События в этот день. В Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости». Выходила она до 1918 года. Совнарком принял декрет об охране здоровья детей. В 1922 году Совнарком принял декрет о санитарных органах республики, который считается днем создания санэпидемслужбы. В этот день впервые плацдарм под Новороссийском назван Малой землей. Советская космическая станция «Зонд-5» впервые в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. В этот день в 1971 году была создана организация Greenpeace. В этот день был зарегистрирован домен google.com. В этот день родились Франсуа Ларош-Фуко, французский писатель-моралист; Александр Бутлеров, русский химик, создатель теории химического строения; Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес, родилась в 1890 году. Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук. Михаил Танич, советский и российский поэт-песенник. Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Александр Политковский, советский и российский тележурналист, политический обозреватель. Именины в этот день отмечают Ян, Юлиан, Филипп, Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Николай, Михаил, Леонид, Иван, Ефим, Елизар, Демид, Герман, Вальдемар, Владимир, Виктор, Василий, Богдан, Антон, Анатолий, Серафима, Оксана, Ксения. Как много сегодня именин. Всем доброе утро. Знаменательный день сегодня и для Маргариты Михайловны. Именно ей сегодня отправляются слова поздравления с днем рождения. Дорогую подругу, коллегу поздравляют. Желаю всех земных благ, здоровья, счастья крепкого, как якутский алмаз.
здоровья. Любим, целуем. С наилучшими пожеланиями Анна Колесова поздравляет вас, уважаемая Маргарита Михайловна. Мы присоединяемся к этому замечательным пожеланиям. Ну а у нас на очереди традиционная рубрика «Мой доктор». Сегодня мы подробно поговорим о вреде электронных сигарет. Доброе утро! Производители электронных сигарет позиционируют свою продукцию как способ безопасного курения и даже как способ отказа от курения и лечения табачной зависимости. Чем опасны электронные сигареты? Во-первых, в электронных сигаретах аэрозоли содержат высокотоксичный никотин, сверхтонкие частицы и другие химические токсины-канцерогены, например, карболовые соединения, тяжелые металлы, такие как олово, медь, хром и никель. Во-вторых, вы никогда не можете быть уверены в том, чем вы травитесь, всасывая в себя аэрозоли электронных сигарет. А знаете ли вы, что содержащийся в жидкости для заправки электронных сигарет сульфат никотина – мощный нейротоксин, который ранее использовался для травления насекомых, но был запрещен из-за высокой токсичности. При попадании в организм через кожу или желудок он способен вызвать тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода. Пары, выпускаемые электронными сигаретами, небезопасны для окружающих вас людей. Серьезные международные исследования показывают, что применение электронных сигарет не помогает курильщикам отказываться от потребления табака. И помните, электронные сигареты сами вызывают и поддерживают зависимость не меньше, а порой и быстрее, чем табачные изделия. Курильщики, которые не могут или не хотят отказаться от курения и прибегают к потреблению электронных сигарет, как меньшему из зол, рискуют стать двойными курильщиками. Все мы с вами делимся на технарей и на гуманитариев. Вот я, к примеру, отношу себя к гуманитариям. Не знаю, никогда мне не давалась ни математика, ни алгебра, ни геометрия. А точнее, с трудом, вот как вспомню школьные годы, так только одни сплошные головные боли. А вот, кстати, наша коллега Надежда Саханская выяснила, что современные педагоги уже давно отказались от таких ярлыков, и надо сказать, что решение оказалось достаточно необычным. Интересно, давайте посмотрим. Знакомьтесь, так выглядит школа будущего. Преподаватель хай-тек-цеха «Кванториума» Роман Романов учит детей различным техникам работы. Здесь школьники овладевают лазером, фрезерным станком и даже учатся собирать собственный 3D-принтер. Вот, например, эта статуэтка, которую напечатали сами дети. Для нашей съемочной группы здесь тоже нашлось место и задание. Также в «Кванториуме» есть уникальная возможность почувствовать себя настоящим ученым. Преподаватель цеха Роман Романов показал нам специальный станок, который собрали дети. И уже на этом станке мы приступили к созданию подставки для смартфона. Пластик нагревается в нескольких местах и затем сгибается под разными углами. Для того, чтобы сделать один сгиб, уходит примерно минуты полторы. Хромовая нить греет пластик, материал становится мягким, и в этот самый момент необходимо сгибать пластину. В общем, за 5 минут у нас получилось создать самую настоящую подставку. И вот спустя несколько минут, благодаря работе на термогибочном станке с кусочком пластика, у нас получается вот симпатичная подставка для телефона. И, кстати, это оказалось не только просто, но и интересно. Здесь, в «Кванториуме», дети занимаются различными разработками, которые кажутся на первый взгляд очень непростыми. Сборка дронов или обучение программированию. Вот это автомобиль, который передвигается на водородном топливе, и ребята занимаются его разработкой. Пытаются сделать так, чтобы он ехал дольше и быстрее. Знаете ли, своего рода научная тачка на прокачку. Дополнительное образование в сфере инженерных наук также разворачивается в VR-технологиях, робототехнике, космонавтике и даже геодезии. А помимо познания этих наук, дети развивают в себе также так называемые soft skills. Вообще идеология «Кванториума» заключается в том, что мы детей учим работать в команде.
То есть у каждого проекта, в зависимости от проекта, да, то есть есть инженер, лидер, программист и так далее. Подобные детские центры есть во многих городах России, и Якутия не стала исключением. Наша республика находится в числе передовых. Результат работы даром не пропадает, и разработками квантарианцев часто интересуются даже ученые и промышленные организации. А многие детские проекты, которые, казалось бы, им совсем не по возрасту, отправляются на конкурсы и международные конференции. Таким образом, развивая творческий потенциал детей, педагоги Кванториума воспитывают юных гениев. И это не только интеллектуальная, но и социальная инвестиция в будущее. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Доброе утро! На телеканале НВК «Саха» стартует новый проект шоу «Мы справимся». Настоящий справочник для родителей. Здесь вы найдете ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют родителей. В проект приглашены опытные врачи, психологи, эксперты самых различных сфер. Нас посетят самые яркие герои со своими уникальными историями. Вы увидите, на что способны родители, чтобы отдохнуть от родительской рутины. А для новоиспеченных родителей мы подготовили специальную рубрику «Сказка для малышей», где шаг за шагом вы будете осваивать это непростое дело материнства. Теперь не придется часами искать ответы на вопросы о здоровье, воспитании и развитии ребенка. О многом интересном вы узнаете в шоу уже в это воскресенье в 12:30 на телеканале НВК «Саха». Шоу «Мы справимся». И вторая косметичка для послеродового отделения. Боятся с первого УЗИ, а сообщество беременяшек внушает тревогу и страхи. Нормально ли это для беременных женщин? Я начала как-то себя неправильно настраивать. Страхи есть, конечно. Запрещать эмоции девочкам или дать им побыть плохой, расскажет психолог Александра Уварова. Успокойся, все хорошо, да, все, ничего страшного не произошло. Нас ждут не только новые проекты, но и новые сериалы. И поэтому оставайтесь на наших телеканалах, будьте в курсе в новом телесезоне. Ну а осень – традиционная пора сбоя урожая, ведь главное его вовремя собрать. Кстати, в Тулагино-Кильдямском наследии в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Олимп» в этом году неплохой урожай. В нашей рубрике «Сад-огород» руководитель большого хозяйства Наталья Зотова поделилась секретами плодородного урожая. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в Тулагино-Кильдямском наследии. Рядом со мной очень интересный человек, можно сказать, с интересной профессией. Хочу вас с ней познакомить. Наталья Борисовна – это председатель СХПК «Олимп». У нее, можно сказать, в ответе очень большое хозяйство. Вот мы специально к ней приехали, чтобы поговорить, вот что здесь вы выращиваете и, и какой урожай в этом году. У нас в пригороде города Якутска самое большое хозяйство. Насчитывается где-то у меня только по овощам, по картофелю 100 гектаров. И мы еще работаем по кормопроизводству, выращиваем многолетние травы. Там уже 300 гектаров посеяно. Ну вот если вот в этом поле, вот посмотрите, очень хорошее поле, называется на Безбулгуннях, она 8 гектаров тут посеяно, капуста, картофель, свекла, морковка. Урожайность отменная. В этом году мы очень радуемся, что вот такой урожай у нас. И свекла, и морковки, и капуста, и картофель. Наталья Борисовна, все-таки лето у нас было, конечно, в этом году экстремальное, и пожары, и погода, конечно, не позволяла насладиться солнечными днями, да, но вот и дождей-то не было. А как вы достигли такого урожая? Как вам удалось? Ну вот, я ведь сказала, что у меня тут очень опытный бригадир работает, да, Стас Робертович. И вот у нас полив, это капельный полив, берем воду на полив с озера, и вот так вот достигли вот такого урожая. Этот сорт у нас Мегатон, очень хороший сорт, она засолочная, новый сорт, так что советую всем горожанам, всем людям покупать этот сорт у нас. Есть какие-то ваши интересные такие, может, волшебные такие секретики, чтобы все-таки вот и капуста такая у вас получилась, и чтобы она радовала глаз? Что тут сказать? Тут нужно любить землю.
Любить овощи. И вовремя все, и рассаду садить, и с землей работать, и удобрения выносить, и обрабатывать все. Вот это вот, и полив хороший, да. Вот это вот все дает вот такой урожай. Наталья Борисовна, ну вы сейчас, самая, говорится, горячая пора в сентябре. Вот и мы сейчас наблюдаем, что и школьники помогают, да, собирать урожай, ну и люди тоже, предприятия помогают. Вот сейчас какая работа сейчас идет? Сейчас у нас идет уборка морковки, свеклы, картофеля. В середине сентября мы организуем ярмарку, продажа морковки, свеклы, капусты, картофеля. Так что объявление будет. Приезжайте, покупайте. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за то, что вы рассказали о своем хозяйстве. Ну и желаю вам успехов в предприятии, чтобы и в следующем году у вас урожая было побольше. Спасибо. Да, люди, которые выращивают огромный урожай, несомненно, они всегда, наверное, находятся в таком тонусе, это доставляет им настроение. Ну а как себе поднимаете настроение вы? Наверное, многие из вас смотрят хорошие фильмы, к примеру, комедии, кто-то слушает любимую музыку. Ну а меня, например, всегда умиляют животные. Давайте посмотрим. Желаю вам хорошего настроения этим утром. Ну а далее самое время ознакомиться с последними событиями. Передаю слово своей коллеге Валерии Наумовой. Три оплачиваемых выходных дня после вакцинации в условиях пандемии предложили вести в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. В документе отмечается, что предоставлять трехдневный отдых от работы необходимо после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок, поскольку после введения иммунобиологического препарата часто бывают нежелательные реакции, такие как слабость, ломота в теле, головная боль, повышение температуры. В институте считают, что законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки помогут заметно увеличить число вакцинированных и будут способствовать повышению коллективного иммунитета. Банк России нашел новые антиотмывочные гайки, которые можно было бы закрутить. Так, регулятор определил критерии, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. Центробанк предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. Не исключено, что жертвами инициативы окажутся граждане, попавшие в черный список банков по ошибке. Процедура обеления Центробанк пока не предусмотрел. Одним из основных источников информации о счетах россиян для мошенников выступает микрофинансовые организации МФО, заявили эксперты, отметив, что крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдает кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность. Они могут за небольшую плату сливать данные. Подчеркивается, что утечек из банков происходит меньше, потому что службы безопасности отслеживают все обращения. Вторым источником данным эксперты называют онлайн-магазины. Злоумышленники могут узнать о состоянии счета не по выпискам из банков, а по покупкам. Базы данных онлайн-магазинов являются одним из самых востребованных, по которым происходит обзвон. По ним мошенники и работают. Россияне, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Это одно из условий, прописанных в правилах работы специализированных организаций, в которых будет оказываться помощь людям, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Совместный приказ о работе подобных учреждений подписал Минздрав, Минтруд и МВД. Как отмечается в правилах, среди видов помощи, которая будет оказываться попавшим в вытрезвитель, обеспечение естественного вытрезвления людей в состоянии опьянения, содействие им в передвижении и ориентации в окружающей обстановке, санитарная обработка. Пациентам будет предоставлено спальное место, временная одежда и обувь. В структуре вытрезвителя рекомендуется организовать медкабинет. В штате могут находиться до 6 медработников. Правительство утвердило правила начисления периодов работы, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Согласно новым правилам, в стаж работы будут включаться периоды обучения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Изменения затрагивают многие категории россиян. Речь, в частности, идет об учителях, врачах и работниках общественного транспорта. До последнего времени в стаж зачислялись только периоды, когда человек находился на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременных женщин на работу, исключающие воздействие неблагоприятных производственных факторов. При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку в стаж, не засчитывалось. Минтруд весной нынешнего года предложил исправить этот правовой пробел. Подготовленный ведомством законопроект уже вступил в силу. Всем доброе утро. Мы продолжаем. И снова я рада зачитать сообщение поздравления с днем рождения. Дорогую подругу Валентину Бурцеву поздравляют. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного счастья, любви, уважения и почтения коллег. Оставайся всегда такой же веселой, жизнерадостной. Крепко целую. Твоя подруга Алла Колосова. Ну, как приятно. Присоединяемся к поздравлениям. Ну, а ежегодно в Якутске проходит фестиваль для будущих мам. Называется он «Мама-лыж». Организован общественным движением «Лига женщин». Фестиваль призван воспитать позитивное отношение к материнству, ответственному отцовству и в целом укреплению института семьи. О том, как проходил фестиваль и кто же стал победителями, узнаем в следующем сюжете. В столице уже стало доброй традицией во время празднования Дня города проводить фестиваль для беременных «Мама-лыж». В прошлом году из-за пандемии и ограничений фестиваль был отменен, а нынче прошел в режиме онлайн. Будущим мамам предложили попробовать силы в двух номинациях – творческий конкурс по созданию видеороликов и интеллектуальной викторине с вопросами о материнстве. В 2012 году прошел первый фестиваль такой. К сожалению, из-за пандемии в прошлом году мы не проводили, но в этом году мы немножко поменяли формат этого фестиваля, сделали онлайн-конкурсы, да, но все-таки сделали 9-й фестиваль. Целью этого фестиваля является позитивное отношение к беременности, вообще к статусу отцовства и повышению важности, наверное, института семьи. В творческом конкурсе будущие мамы подготовили видеоролики на тему беременности и материнства. Члены жюри оценили костюмы, креативность, сценические образы участников. Из всех претендентов отобрали 3 победителей, а возглавил ее ролик «Отец молодец» Анны Бурнашовой. В интеллектуальном конкурсе участницам предложили ответить на 29 вопросов материнской викторины. И тут лучше всех с заданием справилась Светлана Колесова, давшая 25 верных ответов. Была в больнице в то время, в перинатальном, здесь же лежала как бы. И подошла психолог, предложила поучаствовать. Я, соответственно, согласилась. Было очень интересно, и думаю, что такие конкурсы очень даже помогают как бы будущим мамам. До сегодняшнего момента, если честно, не знала о таких конкурсах, и ну как бы это моя первая беременность, поэтому для меня это что-то новое.
Тройке победителей в каждой номинации были вручены дипломы и памятные призы. Но не все победительницы могли присутствовать на церемонии награждения. Две из них как раз в момент церемонии находились в родовом зале перинатального центра. В следующем году состоится 10-й юбилейный фестиваль, и организаторы обещают еще больше конкурсов, еще больше призов, еще больше радости и хорошего настроения для будущих мам. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. И у нас в гостях призер 9-го общегородского фестиваля для беременных «Мама-Лыж», который организовал перинатальный центр в рамках муниципальной программы. Рада представить вам Юлию Ахмедьянову. Юлия, здравствуйте. Поздравляем вас, во-первых. Спасибо. Вы участвовали в конкурсе видеороликов, да? Все правильно. Да. Расскажите нам немного о своем ролике и откуда у вас появилась идея принять участие в фестивале. Вообще получается, что еще со школы, в институте, сейчас на работе я всегда стараюсь принимать активное участие в конкурсах. И когда встала на учет в женской консультации, мне посоветовали подписаться на страницу «Школа материнства». Там я увидела информацию о том, что перинатальный центр проводит конкурс в рамках фестиваля. Предложила супругу. Идея, в принципе, родилась быстро. Пока снимали, получили только позитивные эмоции. Столько неудачных дублей было. Потом смеялись, смотрели. Монтировали сами? Монтировали сами. У нас еще сломался ноутбук. Пришлось потом монтировать на телефоне ночью. Успели отправить. Нас еще ждали, пока мы отправим видеоролик. Пошли нам навстречу. Очень приятное такое отношение. И, как оказалось, не зря, да? Через все это прошли. О чем ролик? Ролик о царе, который очень любил свою царицу, боготворил ее. У них были животные, была заморская птица, по-иному это аист, которая в дальнейшем принесла наследника в их семью, где царила только любовь. А как вы сами снимались там, находили актеров, кого-то из родственников? Нет, снимали сами, вдвоем были в роли актеров с супругом, попросила сестренку, она у нас была оператором, там костюмы сами мастерили, так что было весело. Я думаю, что мы можем также посмотреть, да, на этот ролик сейчас. Юлия, вы будущая мама, да? Как вы считаете, каково ваше отношение к подобным мероприятиям? Я считаю, вообще первый раз узнала, что у нас проводится такое мероприятие, еще, что у нас есть общественная организация «Лига женщин», именно по их инициативе проводится ежегодно. В этом году фестиваль прошел дистанционно. Считаю, что нужно как можно больше проводить таких мероприятий, которые будут формировать культуру беременности, настраивать беременных женщин, их супругов и близких только на позитивное мышление, будут рассказывать о материнстве в будущем. Что ж, Юлия, мы продолжим с вами общение. У меня еще есть пару вопросов к вам. Сначала мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. В некотором царстве, в некотором государстве, не высоко, не низко, далеко, не близко, там, где морозы стоят. Жили-были царь с царицею своею, царь царевну любил, пылинки да шерстинки с нее сдувал, сладостями баловал. Массажами приятности доставлял, спатеньки укладывал да убаюкивал. Живности у них тоже водились. Мурлыка весь день умывался, да кислотно-щелочной баланс в организме восстанавливал. Китикет зазря употреблял. Пес Барбос все бегал да веселился. Птица была заморская, да непростая. Царю с царицей наследника принесла. Я и сама там была, ту жизнь прожила. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. В сказке сей урок нам есть. Пополнение семье лишь радостно воспринимать. Всем царям еще больше своих цариц любить.
Что ж, в таком юмористическом стиле, да, Юлия, сняли. Почему в виде сказки? Почему такая идея? Ну, как-то чуть-чуть костюмы были какие-то, которые уже со школы еще остались. Ну и захотелось именно вот так преподнести, что птица принесла, вот супруг любил свою жену, царицу, и именно в любви у них родился ребенок, потому что он заботился о ней и боготворил ее. Ну, на видео ваш супруг, я правильно понимаю, вот сразу ли он согласился? Обычно мужчины у нас скромные люди и часто не соглашаются. Он согласился сразу. Вообще о беременности я сказала, Поддержал. устроила дома квест, тоже сняла на видео его эмоции, он был счастлив, до сих пор ходит тоже счастливый, ждет. Юлия, ну, несомненно, вот подобные фестивали, они настраивают на позитивное материнство, да? А что для вас позитивное материнство? Вообще беременность для каждой женщины уникальна, она протекает по-разному. Это счастливое время для женщины, красивое время. Позитивность должна быть только в мыслях. Это узнать что-то новое для себя, научить чему-то новому своего будущего ребеночка. Поддержка близких обязательно должна быть. Всегда мыслить позитивно нужно во время беременности. Если что-то непонятно, всегда нужно искать какие-то выходы, никогда не грустить. Ну вот, наверное, как-то так. Какая вы молодец, Юля. Я, несомненно, вам желаю главное здоровья, здоровья вашей семье, главное вашему будущему малышу. И поздравляю вас еще раз с участием. Спасибо большое. Спасибо, Юля. Отличного вам настроения. Канат Нуртазин из Казахстана превращает сухие осенние листья в произведение искусства. Фотографии работы он публикует в своем инстаграме. Этим делом Канат занимается с 2013 года и за это время успел не просто привлечь к себе внимание, но и поработать с известными компаниями. 2 года назад он вырезал миниатюру по мотивам фильма «Малефисента». Просьбу подготовить эту работу молодому человеку отправило британское подразделение Disney. Город Нерюнгри, многие знают, это один из самых зеленых городов, пожалуй, в Якутии. Этим летом я сама побывала там и на личном опыте убедилась в этом. Продолжаются там традиции высадки деревьев, а подробности мы узнаем у нашей коллеги Тамары Игнатьевой. Главой города Леонидом Олейником было принято принципиальное решение. За каждое вырубленное дерево предприниматель должен посадить как минимум 3 саженца, где укажет городская администрация. Объектом озеленения был выбран новый сквер, который появился в районе школы номер 2 благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Схема, она, значит, вот у нас накапливалась к осени, мы набрали уже достаточное количество людей, которые могли бы, значит, уже, скажем так, да, вот вернуть то, что вот они порушили. И в этот день мы провели такую вот замечательную акцию, которая, конечно же, в первую очередь является мероприятием по национальному проекту по комфортной городской среде. Вот. И, соответственно, значит, ну и решает наши задачи по озеленению города. В сквере было посажено 50 саженцев рябины, черемухи, боярышника и клена. Сажать деревья пришли целыми семьями. Приняв участие в высадке саженцев, многодетная семья Караевых внесла свой вклад в экологию города. Шли всей семьей, полным составом. Пока что 5 деревьев посадили. Ну, на этом не остановимся. Как пришли, то что надо сажать деревья тоже, чтобы природа наша дышала. Отрадно, что к посадке деревьев активно включилась и детвора, которая гуляла в сквере. Следуя примеру старших, ребята с радостью вовлекались в процесс. Мне понравилось поливать и высаживать деревья. Я бы еще хотела посадить деревья, но я их только лил. Это наш родной сквер, мы в нем гуляем, а сейчас еще будем ухаживать за деревьями. Вот мы будем смотреть, как они вырастут. Как показала практика, данная экологическая акция имеет и поучительный эффект для подрастающего поколения. Поэтому нет сомнения, что посадка деревьев для нерюнгринцев станет доброй семейной традицией. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Доброе утро для тех, кто только что проснулся. Предлагаем сделать, конечно же, утреннюю зарядку. Начинаем это утро с латиноамериканских мотивов вместе с Викторией Бестиновой. Станцуем зумбу. Всем привет! Меня зовут Виктория Бестинова, и я предлагаю начать это утро с зажигательной зумбы. Поехали! La fiesta sigue y esto no para. Hasta la mañana el DJ con la música que te activa. La luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Me arropa, a mí que me importa el reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Música y son, cuerpo con cuerpo bañado en sudor, que la pista se llene de adrenalina. Y esto no termina, y esto no termina. Si el cuerpo te incita a bailar en sudor, sube la adrenalina. Música, fiesta, DJ y la rumba nunca termina. Надеюсь, вы зарядились позитивом зумбы, присоединяйтесь к утренним зарядкам на площадях или танцуйте зумбу дома, заряжайтесь позитивом. Доброе утро, да, присоединяйтесь к оздоровительным зарядкам каждое утро в 7 часов на главных площадях столицы. Различные инструкторы проведут для вас утренние гимнастики. Ну а я напомню, что сегодня в городе Якутске днем ожидается без осадков. Температура воздуха составит 17-19 градусов, что вполне неплохо. По возможности побольше и почаще выходите на улицу во время обеда, прогуляйтесь пешком на работу или после работы, наслаждайтесь, ловите последние теплые солнечные дни. Все эфиры вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Утро Якутии». Все, что вы пропустили, можете посмотреть там. На этом я, Катерина Винокурова, прощаюсь с вами. До завтра. Отличного вам дня сегодня, хорошего настроения. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя.